Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. О ситуации с коронавирусной инфекцией, мерах профилактики в сезон ОРВИ и гриппа и вакцинации мы поговорим сегодня с руководителем управления Роспотребнадзора по республике Маргаритой Игнатьевой. Маргарита Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Расскажите, как можно оценить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции у нас в республике, на чем свидетельствуют цифры статистики? Ситуация с распространением коронавирусной инфекции как в целом по стране, так и у нас в республике напряженная. Идет небольшой, но рост заболеваемости. И если взять официальную статистику, то на сегодняшний день у нас зарегистрировано почти 9,5 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции в городе Якутске и уже в 32 районах республики. Надо отметить, что за последние 14 дней, за 2 недели, за инкубационный период по коронавирусу, заболеваемость регистрируется в 14 районах республики, и наибольшее количество случаев отмечается в городе Якутске, то есть половина. Половина заболевших приходится на районы республики. Если мы проанализировать в анамнезе заболевших за последние 14 дней источники инфекции установлены в семьях, это в 40%. На работе люди заразились, считают, что они заболели в 21%. Связывают свое заболевание с пребыванием в общественных местах 19% заболевших и неустановленные источники инфекции в 13%. Вот 13%, где не установлены источники, люди, у которых мы собираем эпиданамнез, они упоминают посещение магазинов, торговых центров, возвращение с отпусков, поездка в другие районы республики и участие в массовых мероприятиях, такие как юбилеи, свадьбы, там, семейные, корпоративные торжества. И считают, что они могли заразиться в общественном транспорте. При этом необходимо отметить, что в сельских районах, где проживает в основном коренное население, источники инфекции мы устанавливаем в 100% случаев. Но вот в таких городах, как город Якутск, или промышленные города, как Мирный, Нерюнгри, где связывают свое заболевание с пребыванием в других регионах нашей страны, в городе Якутске связывают с работой. По другой статистике, если мы возьмем возрастную структуру, то необходимо сказать, что у нас возросло количество небольшое, но возросло количество заболевших детей. Если в мае месяце у нас заболевало детей 9%, то сейчас где-то 13,5%. И необходимо отметить, что у нас увеличились случаи заболеваний людей в активном возрасте. Это с 15 до 60 лет, что указывает на несоблюдение мер самоизоляции, масочного режима, социального дистанцирования и их активность по жизни, что они посещают многие общественные места. Вот такая статистика на сегодняшний день у нас в республике. А какие дополнительные меры, кроме обязательных, принимаются санитарными службами, системой здравоохранения для того, чтобы держать ситуацию под контролем? В целом необходимо отметить, что Роспотребнадзором совместно с Министерством здравоохранения ведется активная совместная работа. От федеральной службой нашей Роспотребнадзором за период с начала года разработано более 300 нормативных документов как рекомендательного характера для всех сфер деятельности, для промышленных предприятий, для торговли, общепита, для социальных объектов, для учебных заведений, школ, детских садов, так и нормативно-правовых актов в виде постановлений главного госсанврача Российской Федерации. На сегодняшний день, так как мы сейчас вступили еще в эпидсезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом, то мы провели у себя в республике совместную работу с Министерством здравоохранения и сделали новую схему перепрофилирования, потому что сейчас идет рост сезонного заболеваемости
острых респираторных вирусных инфекций и ковид. Поэтому сейчас мы разделили и дополнительно Министерство здравоохранения во всех районах, и в том числе в первую очередь в городе Якутске, мы открыли отдельные стационары инфекционные для ковидных больных и для заболевших простыми сезонными респираторными вирусными инфекциями. Ну, время идет, методы выявления, диагностики и лечения коронавирусной инфекции совершенствуются. Расскажите, какие изменения произошли за последнее время, потому что в информационном поле возникает очень много вопросов, на какой день болезни должны брать ПЦР, в каких случаях госпитализировать пациента и так далее. Вот на сегодняшний день, на начало октября, мы в республике общими усилиями здравоохранения и нашей службы Роспотребнадзора мы провели почти 500 000 лабораторных исследований. И в среднем за сутки мы сейчас, как и весной, делаем порядка 3,5 до 4 тысяч анализов в день. Мы в течение весны открывали дополнительные лаборатории. Помните, мы начинали только с нашей лаборатории вирусологической, потом здравоохранение открывало. И на сегодняшний день методом ПЦР работает у нас в республике 14 лабораторий, которые работают практически в круглосуточном режиме, чтобы вот этот вал, как мы говорим, на сегодняшний день лабораторных исследований проводить до 4-4,5 тысяч. Эти 14 лабораторий у нас распределены в основном в городе Якутске, и в 10 лабораторий и 4 лаборатории в районах. Это в Мирный, Нерюнгри, Ленск и Алдан. Кроме того, еще работает лаборатория в Мегино-Кангаласском районе. Назначение и проведение лабораторных исследований проводится согласно требованиям санитарных правил. И в первую очередь обследуются лица, которые с пневмониями, больные, у которых есть симптоматика ОРВИ, если они из социальных учреждений, особенно круглосуточного пребывания, прибыли из-за рубежа. Сейчас мы знаем, что прибывшие из-за границы люди в обязательном порядке в 3-дневный срок должны сдать методом ПЦР лабораторные анализы и через сайт госуслуг, значит, эти отрицательные результаты свои туда, значит, установить. Медицинские работники из красной зоны тоже у них есть определенный порядок. Через каждую там практически неделю мы обязаны медицинских работников обследовать методом ПЦР, которые работают с ковидными больными. Контингент старше 65 лет тоже входит в этот перечень обязательный. И контактные с ковидными больными на 8-9 день от момента последнего контакта. Вот такой на сегодняшний порядок работает лабораторных исследований. И я просто хочу население наше, ну, как бы сказать, предупредить, что врачи, ваши медики, которых вы вызываете, значит, участковых врачей из поликлиники вызываете к себе на дом, значит, ну, они уже вам с момента вызова врача и симптоматики, которая у вас есть на дому, они уже вам назначают там профилактические или лечебные дозы, значит, медикаментов, которые вы должны уже принимать, не ждя, значит, когда у вас отберут лабораторные анализы, сделают там КТ и так далее. Стало известно, что ограничительные меры продлены до 30 октября. Что они подразумевают и какие ограничения будут действовать в этот период? Наша республика Саха-Якутия сейчас находится на втором этапе ограничительных мер, которые с учетом сложившейся на данный момент эпидемиологической ситуации продлены до 30 октября. Но мы знаем, что там у нас разрешено, ряд предприятий у нас все-таки открыли, экономику поддерживать надо, но сохраняется режим ограничительных мер в отношении пожилых людей, которые старше 65 лет. Указом главы Республики Саха-Якутия они обязаны дальше, значит, на удаленном режиме работать, либо же они находятся на дому и им дается больничный лист. Не работают учреждения дополнительного образования и запрещается проведение массовых культурных, спортивных и иных мероприятий. От населения требуется строгий масочный режим и ношение перчаток при посещении общественных мест,
торговых и иных предприятий и соблюдение социального дистанцирования. В организациях и учреждениях на других предприятиях должны в обязательном порядке проводиться противоэпидемические и профилактические мероприятия, они всем известны. Значит, летом у нас были ряд проверок и административные комиссии, и значит, министерства, ведомства, которые определены указами главы Республики Саха-Якутия, и в первую очередь наши сотрудники Роспотребнадзора проводили такие тотальные проверки предприятий общепита, когда они открылись торговле. Сейчас на оперативном штабе глава Республики Саха-Якутия Асиль Сергеевич Николаев тоже значит, дал поручение министерствам, ведомствам по подведомственным учреждениям, организациям провести опять ряд проверок с тем, чтобы мы посмотрели. Обязательно ежедневная термометрия на всех предприятиях, во всех офисных помещениях, во всех торговле и общепите. Значит, это в обязательном порядке наличие антисептиков, дезинфекционный режим, значит, и отстранение от работы, учебы или посещения детского сада детей температурящих. Потому что мы с вами понимаем, что температурящий человек, заболел он ковидом, либо же обыкновенным ОРВИ, он является очень активным источником этих инфекций. Поэтому таких людей мы в организованных коллективах не должны допускать. Но от коронавируса уже появилась вакцина. Кому стоит привиться, когда и как это можно будет сделать? Есть ли какие-то противопоказания и известно ли уже, насколько эффект будет длительным и поможет ли вакцинация уменьшить уровень заболеваемости? Ну, из средств массовой информации все население, в принципе, уже знает, что первая вакцина, выработанная научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея, вакцина, которая называется «Спутник-5», она уже апробирована, она уже зарегистрирована, она уже была направлена во все регионы нашей страны, и в том числе к нам в республику поступило больше 40 доз этой вакцины, и медики города Якутска, которые работают в красной зоне, они, в принципе, уже на прошлой неделе первую дозу этой вакцины получили. Будет ли поствакцинальный иммунитет, мы посмотрим уже после 20 дней после первой постановки, и лабораторные анализы докажут, что эта вакцина эффективна. Буквально вчера мой непосредственный руководитель Анна Юрьевна Попова, главный государственный санитарный врач Российской Федерации, объявила через средства массовой информации, что вторая вакцина в России, выработанная научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирске, она тоже зарегистрировала вторую вакцину «Эпивак Корона». Вот. Поэтому мы все надеемся и ждем, что скоро эти обе вакцины, а еще в Российской Федерации разрабатываются еще другие виды вакцин, что они уже выйдут на промышленное производство и придут к нам в республику. Я очень надеюсь, что к концу ноября, в декабре месяце первые большие партии одной из этих вакцин, они поступят к нам, и мы уже будем прививаться и не бояться этой инфекции. Но сейчас начинается сезон ОРВИ и гриппа. Можно ли одновременно подхватить и коронавирус, и одно из этих заболеваний? Ну, в принципе, да, конечно, можно заболеть и той, и другой инфекцией, может быть, присоединиться одна к другой. Но хочу сказать, что в республику мы плавно вошли в этом году в эпидсезон по ОРВИ и гриппу. Лабораторный мониторинг, который показывает нам, санитарным врачам и эпидемиологам по всей республике, указывает, что пока у нас циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, это в основном парагрипп и аденовирус. Но для того, чтобы обезопасить себя от осложнений, кроме коронавируса, которого мы все так боимся, и еще это обыкновенного сезонного гриппа, поэтому по всей стране в этом году взят очень большой план. Это привить 60% населения по всей России, в том числе у нас в Якутии.
Практически вся вакцина, выработанная значит, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, значит, к нам в республику уже поступила еще в конце августа. С сентября месяца мы начали уже активно прививать. И за этот месяц мы привили по республике больше 40% от плана. И это где-то 26% от населения республики. Поэтому у нас остался месяц для того, чтобы мы допривили основные контингенты, которые подлежат вакцинации. Это в первую очередь дети, школьники, дети организованные, это лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, которые очень трудно, с осложнениями могут заболеть гриппом и перенести его. Это декретированный контингент, как в первую очередь сами медики, которые ходят у нас на вызова, на участки, работают в больницах, стационарах. И это работники образовательных учреждений. Поэтому призываю всех родителей, всех людей, которые сами за себя уже отвечают и думают о своих, особенно пожилых родителях и родственниках, всем привиться. Вакцина очень легкая, никаких от нее осложнений нет. В частности, это показывает статистика, и сами медики говорят. Я в первую очередь, как главный госсанврач, я обязана своим примером показать. В начале сентября я уже получила эту вакцину, никакой побочной реакции не было. Какие меры профилактики наряду с мытьем рук и обязательным ношением масок вы, как специалист, можете порекомендовать нашим телезрителям? Вообще я бы рекомендовала, многие, особенно молодежь или разные группы, категории лиц, они, например, не верят в то, что маска обыкновенная, она может защитить. Маска может защитить, поэтому носить маску в обязательном порядке надо. Я не призываю носить маску дома в кругу семьи, но обязательно, когда вы выходите из своего квартиры или дома, маску надо одевать. Поверьте мне, она все равно помогает, потому что все сейчас инфекции воздушно-капельного характера, в том числе ковид в первую очередь, поэтому это надо. Социальное дистанцирование. Призываю всех, но не надо организовывать какие-то большие торжества, свадьбы, юбилеи, не ходите туда. Значит, без первой необходимости надобности не посещайте общественные места. Поэтому все это вкупе может нам помочь, как в целом по стране, так и у нас по республике, если все население будет соблюдать эти элементарные правила личной гигиены, руки, носить маску и как-то сторониться общественных мест, то мы все, может быть, очень даже хорошо перенесем, как в народе говорят, эту вторую волну. Понятно, что прогнозы строить сейчас очень сложно, но каковы все-таки наиболее вероятные, на ваш взгляд, сценарии развития событий и к чему нам нужно готовиться? Как сказать, прогнозировать, как будет складываться ситуация с учетом того, что начался сезон ОРВИ, гриппа, сложно, но уже ясно, что она будет непростой, напряженной. Готовыми должны быть к любому сценарию, и противостоять этому должны не только власти, медицинские организации, но и само население, которое должно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики, в том числе, как я говорила, и вакцинироваться от гриппа и так далее. Маргарита Егоровна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Всем крепкого здоровья. Это была программа «Актуальное интервью» о ситуации с коронавирусной инфекцией у нас в республике. Мы говорили сегодня с руководителем управления Роспотребнадзора по Якутии Маргаритой Игнатьевой. До встречи в эфире.